Нашу программу продолжает музыка-классика чувашской музыки Анисима Асламаса. Анисим Асламас – композитор второй половины XX века. Он принадлежит к числу одного из самых плодотворных деятелей чувашской музыкальной культуры. В его списке сочинений произведения всех академических жанров классической музыки. Он автор опер, симфоний, инструментальных концертов, хоров, песен. Но, к сожалению, не все сочинения композитора дошли до сегодняшней эпохи. Однако произведению, которое прозвучит в сегодняшнем концерте, безусловно, уготована долгая и яркая концертная жизнь. Рапсодия для фортепиано с оркестром, которую композитор назвал «Чувашская рапсодия». Она стала одним из самых выдающихся образцов чувашской симфонической классики. Секрет успеха чувашской рапсодии Асламаса, пожалуй, в том естественном воплощении чувашской национальной народной песенности в приемах фортепианной игры и в симфонической партитуре. Известные чувашские песни, такие как старинный обрядовый напев «Сирень», который исполнялся во время Дня изгнания злых духов, с него начинается рапсодия, игровая песня «Тютель» и старинная застольная песня «Асран Кайми», они создают удивительно яркую и самобытную национальную картину. В сегодняшней программе чувашскую рапсодию Анисима Асламаса исполнит Марина Саприко. Пианистка неоднократно выступала с симфоническим оркестром капеллы. Она тонкий музыкант, талантливый педагог, доцент факультета искусств Чувашского государственного университета имени Ульянова. Марина Саприко ведет яркую концертную жизнь, выступая не только с оркестром симфонической капеллы, но и в составе инструментального ансамбля Чебоксарского музыкального училища «Тангомания». Сегодня Марина Саприко на сцене Чувашской государственной филармонии. Анисим Асламас. Чувашская рапсодия для фортепиано с оркестром. Солистка, заслуженный работник культуры Чувашской республики Марина Саприко.